Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Какого мужчину посылают к вам небеса и зачем? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, какого мужчину отправят, пошлют мне небеса. Зачем? Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Так, девочки, отсыпка общая. Но раз вы на нее попали, значит здесь информация для вас. Мужчина идет очень спокойный, похож на скалу. Вот огромная такая массивная скала. Тихая, мирная, но очень крутая. Очень. Сейчас по порядочку все вам расскажу. Человек сильный, человек волевой, человек рассудительный, человек гораздо старше, чем вы. Здесь разница отыграется минимум в 5 лет, а то может быть и 10, и 15 плюс, да, старше вас. Крепко стоит на ногах, человек с богатой и тяжелой историей. Да, прошлое у него было и бурное, у кого-то мужчина, кстати, мог быть и сидельцем. Мог быть военным, прошел там просто ад и мясорубку. Но теперь все это позади. Мужчина восстановился, мужчина окреп, возмужал, нервную систему себе поправил. Он, знаете, он такое видел, что и врагу не пожелаешь. Мало того, что видел, участвовал, пережил, выжил, восстановился. И теперь вот он как... Ну, действительно, как медведь такой, знаете, огромный, сильный медведь. Вот рядом с ним чувствуешь себя спокойно и защищенно. Знак зодиака, сразу скажу, огонь. У него огонь идет. Почему-то прям кажется, что он у вас летний, и, скорее всего, лев. Лев идет. Вот прям даже в походке, во взгляде, в тоне голоса чувствуется царь зверей. Прям идет такой альфа-самец. Да. Серьезный дяденька к вам зайдет. Он выше вас по статусу, по положению. Ну, либо какой-то прям директор директоров, начальник начальников, либо, девочки, генерал, полковники. Я просто в этом не разбираюсь, да, в этих всех тайтлах. Кстати, может быть еще и депутат. Может быть, какой-то прям представитель такой власти. Да, идет такой мужчина серьезный. У него как две работы в руках. Одна для души, другая, ну вот как обязательство, да, он должен выполнять эту работу. Но если у него свой бизнес, понятно, он даже не за деньги работает, а скорее для того, чтобы что-то вот создавать, там, людям работу давать, как-то вот продвигаться. За идею, да, за идею больше работает. В деньгах совершенно не нуждается. У него этих денег он лопатой греби, и все не выгребешь. А для него деньги совсем не цель. Для него важно больше, как, знаете, филантропство, да, помогать людям, какие-то социально значимые, там, социальные, может быть, там, интеллектуальные проекты поддерживать. Он очень многим людям помогает и будет помогать, девочки, будет помогать. Он не волонтер, нет, даже близко нет. Скорее как меценат, да, помогает деньгами, помогает возможностями, может устроить, пристроить, там, не знаю, отправить там, на учение, на лечение, кому как. Мужчина такой прям, да, состоявшийся. Знаете, вот шикарный мужчина, шикарный. Может быть на лицо, на любителя, да, там не обладает какой-то прям специфической, уникальной красотой, но берет харизмой. Берет так,
прям, знаете, с первого взгляда. Вот он заходит в помещение, людная толпа, да, очень много людей, все там кричат, такой прям шум стоит, да, он заходит, и все, тишина. И все взгляды на него. А он ведь ничего не сказал, он только лишь зашел в это помещение. Вот такой очень серьезный человек. Вы его, кстати, побаиваться будете поначалу, побаиваться. Либо его власти, либо его статуса, ну, либо его, в принципе, будете побаиваться. Он очень молчаливый человек, очень молчаливый. Если говорит, вот только по сути, по факту. И говорит, как режет, как сечет. Тогда каждое слово, оно такое вот прям тяжелое, тяжелое. Вот прям. Тут, знаете, кривотолков не бывает, когда он говорит. Его сразу все понимают с первого слова, да, даже с первого взгляда понимают. Почему к вам отправляют? А потому что вам нужна помощь, девочки. Вам очень нужна помощь. У кого-то жизнь руины, сплошные проблемы и ужасы. А у кого-то проблемы, ну прям за горло берут. Берут за горло, и вот чем дальше, тем хуже. Этот человек идет вам помочь. Помочь, порешать, уладить, устаканить и вас вытащить из этой клоаки, да, из этих кругов ада. Просто вытащить идет. Он о вас как будто бы либо уже знает, либо вот в ближайшее время он о вас узнает. Вы его, кстати, будете двумя именами называть. Я так понимаю, по имени-отчеству будете его называть. А он вас просто по имени будет называть. Причем не просто по имени. Нет, неправильно сказала. Он вас назовет каким-то именем. Ну, допустим, вас зовут Наташа, а он вас как-нибудь там будет звать там, уменьшительно-ласкательно, либо вообще придумает вам там какой-нибудь там, не знаю, там кошечка, кисочка, там птичечка, как-то так будет вас называть. Но вам будет приятно то, как он к вам относится и как вас называет. Узнает, либо узнал о вас, о ваших проблемах. Почему-то его очень тронула, либо тронет ваша история. Особенно, девочки, если у вас детки есть, либо тяжелые родственники на руках, ну, там, люди могут болеть, там, родители, бабушки, дедушки, вот, а вы все одна тянете, он об этом узнает. И вот ему очень захочется лично с вами пообщаться. Вот, взглянуть в ваши глаза, да, глаза такой маленькой несчастной девочки, женщины, да, которая все на себе тянет. Он к вам придет, либо приедет. Он к вам идет. Не вы к нему, а он к вам. Но если вы знаете, кто он такой, его там статус, положение, вы просто обалдеете. Вы не поверите, что такой вот серьезный дядя к вам зашел в дом, да, например, да, с вами встретился. Да, для вас это будет шок. Вы очень долго будете думать, да, что ему на самом деле надо. Почему он именно к вам пришел, почему именно вам помогает. Но он идет, вот первая цель, почему он к вам идет, помочь. С одной стороны, смотрите, он делает добрые дела, у него есть на это средства, возможности. С другой стороны, вы очень нуждаетесь в помощи. Тут, знаете, как все сошлось. Его к вам отправляют высшие силы, чтобы он вам помог, и вам, да, дают этого человека, чтобы решить ваши проблемы. Я не вижу здесь любовного продолжения, но я его не исключаю. Вопрос был задан так: зачем? Для того, чтобы вам помочь. Но я вижу, что ваши дорожки с этим человеком не расходятся. Вы с этим человеком будете на контакте находиться. Между вами, видите, связочка получается. То есть он будет решать ваши проблемы, он будет вам помогать, а там может что и выйдет. Девочки, если он пришел просто помочь решить проблемы, тоже не расстраивайтесь. Я так понимаю, что любовь для вас не прям самая насущная, актуальная. Для вас вот главнее избавиться от этих всех тягостей жизни. Он вам поможет. Да, это его предназначение.
Это его таргет, помочь вам, и он для этого идет. Вижу, что очень много вы слез пролили. Очень часто вы к высшим обращались, причем обращались не только с молитвой, но и с укором. Да, вы спрашивали, почему, за что, там, не могу, не выдерживаю, что же дальше. И вот ответ. Вам посылают этого человека, чтобы он вам помог. Но вижу, что вы с большим уважением, с глубоким таким прям уважением и немножечко побаиваетесь, так к нему будете относиться. И плюс еще вот этот вопрос, да, зачем он пришел, как он меня нашел. Вот вас будет до последнего мучить этот вопрос. Слушайте, не дурите, не дурите, ничего плохого не думайте. Этот человек, он действительно пришел помогать, спасать. Он пришел восстанавливать справедливость. Он пришел помочь защитить женщину, да, женщину, которая в беде, в тяжелом положении. И он вас защитит. Так, что еще могу сказать про этого человека? Ну, у кого-то отыграется, что он семейный человек, что у него семья, либо была семья. А почему-то очень много детей. Либо он многодетный отец, может быть, от нескольких браков, либо он человек, который, ну, любит детей, так всегда помогает детям. Может быть, это не только там дети, там внуки могут быть. А у этого человека даже, может, правнуки. Вот прям очень любит детей. Вот с детьми он совершенно другой становится. Он и сам как в ребенка превращается. Если у вас есть дети, ну, он ваших детей, ну, просто, я не знаю, зацелует, засыпет подарками. Ну, так идет. Вот, дурного не думайте. Вот сразу, дурного ничего не думайте. Он просто хороший человек. Человек, который любит детей. Вот людей, взрослых, да, взрослых, половозрелых, он недолюбливает. Он очень скептически к ним относится. Много говна видел в жизни. Вот. А детей он очень любит. Считает, что они ангелочки. Так. Еще по поводу этого человека могу сказать, что у него какие-то есть строгие правила, по которым он живет. Прям какой-то, знаете, кодекс чести, собственный устав, по которому он живет. Очень порядочный, кстати, он очень порядочный. Он не любит кривотолков, он не любит лжи. С этим человеком нельзя ходить кругами. Вы знаете, он как-то вот прям как рентген читает, да, человека. И если человек где-то юлит, там, хитрит, он сразу это видит. И он очень жестокий становится к такому человеку. Но не то, чтобы он не умел прощать, но он очень жестоко наказывает, если кто-то его обманывает. Поэтому сразу вам совет, девочки, на всякий случай, я тут ни на что не намекаю, просто на всякий случай. Говорите все как есть, без всяких намеков, тонов, полутонов, и ничего не скрывайте. Если он вас будет спрашивать, если у вас какие-то разговоры зайдут, говорите все как есть. И не бойтесь у этого человека попросить, не бойтесь. Ведь он пришел для того, чтобы дать, да, ну а как по-другому? Вам нужно, у него есть. Он пришел, чтобы дать, а ваша задача правильно озвучить свою просьбу, что конкретно вам нужно. Вот. Не бойтесь, никаких счетов он вам выставлять не будет, ничего от вас требовать не будет. Нет, не для этого он идет. Ну, считайте, что ваши мольбы, они действительно и услышаны, и будут полностью отработаны. Этот человек все решит. Все и сразу. Какие-то прям короткие сроки. Но контакт у вас длительный с этим человеком будет. Длительный. Вы не расстаетесь с этим человеком. У вас постоянно связь с ним будет. Ну, может быть, общаться будете, встречаться будете. Как войдете, может быть, в его какой-то ближайший круг. Может быть, он вам и работой поможет. А может быть, к себе работать возьмет. Кто ж его знает. Но вы на контакте с этим человеком будете. Если он над вами берет покровительство, девчоночки, он уже вас никогда не оставит на произвол судьбы, не откажется, там, не пошлет, там, ничего дурного не будет. Будет всегда за вами присматривать, помогать. Но вот знаете, как отец, вот правильное слово, он идет как отец, настоящий отец, который защищает, оберегает, помогает, поддерживает свою дочь, да, своего ребенка. Такой человек. Особенно вот для девочек, у кого с этим проблема была. Может быть, папа рано ушел, либо непутевый, может, папа у вас был. Вот он вам и заменит отца.
Что касается чувств и эмоций, я уже сказала, я не вижу тут про любовь, но вижу, что вы будете близки его сердцу. Я вижу нежность в его сердце к вам. А вот в вашем сердце все-таки есть страх. Есть страх по отношению к этому человеку. И этот страх может очень сильно вам подпортить все. Вы зачем пришли на эту отсыпку? Для того, чтобы я вас предупредила, что от этого человека плохого зла не будет, наоборот, будет добро. Нету никакой тайной причины, почему он пришел, почему он помогает. Это ответ на ваши просьбы, на ваши мольбы. Вот небеса вам его послали, чтобы он помог. Все, девочки, дурного не думайте, не думайте. Не будет он вас там, с вас, вернее, требовать интима или еще чего-нибудь. Нет, нет, не будет. Не бойтесь его, не бойтесь, доверьтесь этому человеку, он вас не обидит. Вот так, мои хорошие. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.